Так, в первую очередь надо воду отметить. Сколько будет уходить, сколько приходить. Палку надо хорошую. Так, это будет основная. Ну и вторая еще буду по дням отмечать. Сколько будет приходить, уходить. Сейчас налегке схожу на избушку. Возьму только оружие. И ну и топор, наверное, возьму. Потом уже все перетаскаю. Надо раздеться. В теплой одежде очень тяжело ходить. Так, ладно. Давайте пойдем на избу. Так. Да, так и схожу пока. Бензин где-то на берегу оставлю. Бензин еще пригодится нам. Чтобы не свалилось. Надо установить. Ну вот. Все, пошли. Гробовая тишина. Не очень хороший знак, конечно, это. Бывает, приедешь, рябчики свистят. Сегодня вообще даже дятлов нету, синиц. Тишина, ветер только гудит. Да, поздняя осень, блин. 11 октября уже сегодня. Помните, ребят, весной я сюда ставил вот эти теркой. Это на дрова. Тут валежник лежал. Ну вот. Разрядился аккумулятор. Вот. Еще немножко. Еще чуть-чуть. Че там за ракорка? Изба стоит. Изба на месте. Были пожары в наших лесах. Но, как мы видим, нам повезло. Пожары стороной прошли. Травы не так много, как обычно там бывает. Но все равно придется, конечно же, скосить. Сейчас затопим мангал, печку. Челом зарокарка, ледюнь шотчины. Тут были охотники, ну, вернее рыбаки даже. Они говорили, кто здесь был. Так. Ну вот. Челом зарокарка. Запах сырости, конечно, капитальный. Капитальный. Вот чуть-чуть не понимаю, зачем вот хлеб оставлять на столе. Да, блин, мыши потом приходят, живут очень много, нагадили вон. Талантик. Ладно, сейчас в первую очередь затоплю печку. Потом уже будем обживаться. Это на сегодня тоже уберу эту стойку. Он, в принципе, пока не нужен нам. Весной, как видели, насквозь я прижал все это дело. Не провалится, ничего не свалится. Вот. Одним словом, мы на второй избе, ребят. Будем обживаться. 3 градуса. Всего только 3 градуса тепла. Прохладненько. В первую очередь, ребят, я стараюсь всегда золу убирать. Чтобы почистить печку. И вот сейчас вот только вот вспомнил, что мне надо сюда совок привезти. Опять забыл. Не достаю я этим малышом. Ну, целое ведро, короче.
Почищу. Затопим. Пошел дым. Все отлично. Хорошо. Тайга шумеет. Да, Тулан. Первый день, ребята, вообще пока не в понятке. Не в понятке, это не понимаю, с чего начать. Хочется сразу уже вот бросить рюкзак и побежать в тайгу, побродить, поохотиться. Но надо сперва мне перетащить все вещи. Вещей, как всегда, очень много. Ну и сегодня у меня вещи. Буду разложить все вещи. Варка, заготовка дров. И день вот так быстро-быстро уходит. Вон как начал шпарить. Буквально там за минуту пошла такая хорошая тяга. Вот. Ладно. У меня в рюкзаке термос. Еду взял сразу тоже. Надо покушать. Ух, гремит аж прям. Вот эти. Все, закрываем. Это хватит. Сейчас быстро нагреется изба. Ой, блядь. Пойдешь. Ой, где вода вообще? Все высохло. Никогда такого еще не было, чтобы озеро так все пересохло, блин. Воды не осталось. Вот это да. Вкусная вода, между прочим, здесь. Очень вкусная. Вот, в избе уже тепло. Фух. Все, наконец-то с вещами разобрался. Сейчас покажу, что я привез. Привез 4 скобы. Но в этом сезоне, конечно, я ремонтом не буду заниматься. Закончились гвозди у меня. 70-ка, 80-ка. Крупные гвозди есть. Дальше бензопила, запчасти, топливо. Вот это по мелочи вот такие вот. Все в тайге нужные вещи это. Вещей много, так как я много чего я здесь буду оставлять. Тут у меня картошка, плащи, коробка еще с инструментом всяко разное. Не помню уже, что еще туда. Что-то синее. Вот не помню еще. Что тут может быть? Что-то в упор. Или рис. Не помню. Ну, короче, вон такой мешок еще. Но это не все, ребят. Смотрите еще. Один рюкзак. Вон. Весь мешок мой. Этот сидар, который я с которым я охочусь всегда. Вот еще большой рюкзак. Тут у меня хлеб, всякое разное. Термос. 2 ведра полных. Одно ведро только у меня для съемки хлама всяко разных. В другом там патроны и все
нужные, непромокаемые, вот такие в ведре привез. Ну, сейчас немножко буду разбираться, буду укладывать все это дело по полкам. Пока я оброел, закипел чай. Чайник-то есть. Ух, блин, горячо-то как. Чайник закипел, сейчас буду заваривать. Буду пить горячий чай и немножко отдыхать. Вот. Боялся, что чай у меня. Сейчас посмотрел, думал, чая нету. Хорошо, что есть. Но это проблем никаких нету. Сейчас можно заваривать брусничные листы или же ягоды пособирать, морс делать. Вообще проблем никаких. Но сейчас на скорую руку я, конечно же, буду заваривать заварку. Так, немножко надо подкрепиться. После долгой поездки как бы хорошо добрались. Все отлично. Чай попьем. И знаете, вот еще тушеная капуста со свининой у меня. Сейчас буду все доставать с рюкзаков, раскладывать. Постельное надо занести. И мангал разжечь. Буду варить суп. Чтобы хватило на сегодня вечером, чтобы поужинать. И на завтра еще останется. Тулан надо также сварить. Еду. Вот. Привез киви. Киви, знаете, вот как сырая картошка. Очень-очень неспелая, очень-очень кислая. Но дома лежал, наверное, почти неделю уже. И дай, думаю, отвезу. Я в лесу, как сказать, как надо есть, обычная еда. Захочется что-то вот из фруктов. Вот у меня киви. Очень кислая, ребят, поверьте. Вот. Ладно, сейчас я буду завтракать. И все. Как обычно. Ну все, вещи я разобрал. Там в мешке думал, что за такой, думал, там пшено, рис. А там оказался соль. 2 пачки соли я привез. Вот, сейчас я позвонил домой. Вот 2 телефона, ребят, смотрите. 2 телефона. Один смартфон Redmi 9 Pro Plus. И Realme, то есть не Redmi, а Realme. Realme 9 Pro Plus. И второй Nokia. Смотрите. Древний телефон Nokia. На обеих у меня симки от МТС. Как бы вторая симка МТСовская, которую я до Нового года покупал с интернетом. Ну, блин, вообще не включал еще. Сейчас я деньги положил вчера, все работает. Но хотел позвонить отсюда, но, ребят, вообще связь не ловит этот, как сказать, смартфон. Nokia, в любом месте я могу дозвониться отсюда. Могу даже дальше, скажем, еще на 10 километров пойти севернее, там тоже будет ловить. Именно вот этот Nokia. Вот. И в этом DNS я еще вижу такие вот Nokia. Еще продажи они есть. Удобный, легкий, компактный. Смотрите, разница какая в телефоне. Вот. И самое главное, ловит в тайге. Он уже, конечно, без крышки, без ничего. Стерлись вот эти номера. Но она выручает. Я могу связаться с цивилизацией. Как бы я сейчас позвонил домой, поговорил. Я говорю, доехал, все нормально. Ну что, у нас уже горит мангал. Собаку накормил, у нее целая миска там. Хлеб накрошил. Не ест Тулан ни хрена. Вот. Сейчас я буду варить суп и убирать территорию. Надо еще на чердак подняться. Ну, я ключ привез. Надо на чердак в первую очередь подняться, там подтянуть гайки.
вот этого сжима. Вот здесь вот, смотрите, беседка. Если сравнить с первой избой, вот, в принципе, крыша такая же, пологая. Крыша такая пологая. Там только рубероид у меня. Рубероид, и, ребят, там рубероид, я смотрю, полопалась. Смотрите, почему эти доски у меня сырые, вон они, отсырели. Да потому что здесь все течет, ребят. Вот отсюда. Или из-за того, что эти доски немножко торчат, рубероид чуть подальше, дождевая вода вот так попадает. Ну вот, если посмотреть, вот такая картина там. Вот. Доски я сам пилил. Как бы пилой все это. Всяко разные они. И смотрите, крыша сырая. Но она все так отсюда это идет, вода. Надо мне подняться на крышу, посмотреть. Ну и там еще увидел тоже, наверное, сырая доска. Или показалось? Нет, вроде сырая тоже. Вот, 2 доски сырые. Значит, в будущем году, наверное, привезу я рубероид, рулон рубероида надо привезти и, как сказать, по-новому будем крыть. Здесь, смотрите, ягоды сколько, каждым годом все больше и больше. Доски. Давайте обойдем еще избу. В принципе, тулан, блин, метит снова уже. Вот смотрите, в прошлом году немножко ремонтировал, так скажем. А, еще вот тут надо закрыть. Точно. Я забыл. Да, надо просто вот это бревно туда положить. Вон сюда. Закрыть этот щель. Это летний вариант, как бы, что продувало там. Закрою. Теплее будет. Ну, ничего не изменилось. Все как было. Везде ямы сухие. Пока вот эта яма не наполнится водой, лед не встанет еще на реке. Так что спешить некуда. У нас еще целая неделя впереди. Походу разных. Будем бродить, ходить. А сегодня у меня бытовуха. Просто я сам не понимаю, с чего начать там, что делать. Туда-сюда. Время летит быстро-быстро. Смотришь, уже, блядь, темнеть начнет. Надо еще успеть, хоть суп сварил. Вот. И для зрителей немножко надо тоже поснимать, поговорить там, что я вижу, что слышу. Полная тишина, нигде одного выстрела не слышно. Хотя там на верховье еще 2 охотника там. Я знаю, они там 2 охотника на лодках тоже раньше поднимались. Ну, 2 семьи, как бы. Вот там охотятся они. Вот так. Ну, сегодня так. Поболтаюсь. А завтра уже. Если дождя не будем посмотрим. Пройдемся по тайге. Может быть даже, ребят, завтра сходим на свежие вырубки, которые вот зимой вырубали лес. Может, в ту сторону схожу. Ну, ночь длинная, буду думать, что дальше делать. Куда идти. Так, ладно. Избушка, конечно, чуть-чуть темновато. Ну, тут я раскидал продукты всяко разные. Я тоже, ну, распаковку уже не стал снимать, так как, в принципе, все одинаково. У меня чай, суп, сухое молоко, кашу варить, там, как сказать, готовое свежее молоко не стал привозить. Творог в этом году не привез. Чай это был здесь. Печенье вот такие. Взял 2 пачки. Рис 2 пачки. Еще сахар. Это как бы я здесь оставлю. Вдруг я пешком еще буду приходить. Консервы. Это для супа сейчас я оставил. Здесь соль. Вот, там плащи, о чем я говорил. И тут еще 4 буханки хлеба. Картошка. Ну, где-то 5 литров.
Вот, давайте я уже раз начал, там все покажу. Фиг с ним. Тут салат, закусочка, еще консервы, без этого никак. Тут у нас сырые яйцо, 10 штук, колбаса, сыр, потом этот, ой, блядь, забыл. Вот это, да, масло, ё-моё, масло и майонез. Вот. Майонез какой-то новый, это в пивзаводе у нас в Сыктывкаре делают, вроде так сказали. Не знаю, надо попробовать. Первый раз это купил. А тут тулан, да.